Страшная ситуация, о которой нельзя молчать, но почему-то правительство и СМИ это делает. Подписывайтесь на наши обновления и точно будете в курсе всего самого актуального. 60% оказавшихся в рабстве граждан Центральной Азии – женщины, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. И в большинстве случаев они не обращаются за помощью из-за страха осуждения. Я приехала работать хостес в отеле, но меня вынудили оказывать интим-услуги. То есть в нашем клубе, если посетитель хотел забрать тебя на ночь, он отдавал за это около $500. Хозяин всегда разрешал, если нет, то с меня штраф, вспоминает Айгуля Тустикбаева, самый страшный месяц в ее жизни. 3 года назад она уехала из родного города в Стамбул в поисках работы и оказалась в сексуальном рабстве. У нее отобрали документы и заставляли делать все, что захотят клиенты. Чтобы откупиться, девушка взяла онлайн-кредит на сумму около $1000. После этого она обратилась в полицию Стамбула, но когда речь зашла о возбуждении уголовного дела, Тустикбаева написала встречное заявление и испугалась, что из-за этого ей придется в Турции на несколько месяцев остаться, пока будет идти следствие и суд. Подобные случаи не единичны. По данным МВД Турции, в 2021 году в стране официально зарегистрировано 469 случаев освобождения женщин из сексуального рабства, в том числе и гражданок стран Центральной Азии. Однако эксперты считают, что число жертв торговцев людьми на порядок больше. В 2005 году независимый фонд, возглавляемый Бертой Эрен, открыл в Стамбуле приют для женщин, которые попали в сексуальное рабство. По их данным, большинство женщин, обратившихся за помощью, родом из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, России, Украины, Ирана, Молдовы, Румынии, Грузии, Туркменистана и Таджикистана. Согласно информации Глобального центра данных о торговле людьми с 2005 по 2021 годы, более 6 тысяч граждан стран Центральной Азии оказывались в сексуальном, трудовом или другом рабстве. Нуриза родом из города Узгена в Кыргызстане. В 2016 году она уехала на заработки к сестре в Москву, а в прошлом году решила переехать в Стамбул. Она рассказывает, как влюбилась в этот город с первого взгляда и мечтала о хорошей работе, чтобы остаться, а теперь не может вернуться домой. В поисках работы в Турции Нуриза встретилась с хозяином кафе в квартале Кумкапы в историческом центре Стамбула. Он предложил ей работу официанткой и дал подписать контракт на турецком языке, который девушка знала не очень хорошо. Я подписала контракт с турком, который обещал мне золотые горы. На деле оказалось, что заработная плата составляет всего 7000 лир, и меня поселили в хостеле. Уехать не могу, паспорт у хозяина. В полицию я ходила, меня не захотели слушать, рассказывает она. А как вы относитесь к этой ситуации? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. География направлений торговли людьми весьма широка, и разница от страны к стране. Многие попадают в рабство и в Казахстане или России, а порой даже в собственной стране. Но этими странами список не ограничивается. 26-летняя Карина из села Шамалган Алматинской области в 2006 году поехала обучаться кулинарному искусству в Китае через туристическое агентство Future, которое уже давно закрылось. Девушка жила в Пекине, а через месяц у нее отобрали паспорт и отправили в сексуальное рабство в Гонконг. 1 месяц я хорошо жила, они платили все расходы, обучали на высоком уровне. Я тогда им доверилась и отдала свой паспорт. После мне сообщили, что теперь я должна отработать 3 месяца, иначе отправят в тюрьму. Позже меня у них выкупили другие работорговцы, как я слышала, за $15 000. Мне тайком удалось сбежать и позвонить в полицию, рассказывает девушка. Одна из девушек, оказавшаяся в сексуальном рабстве в Бахрейне, жительница города Шымкент Аселя Ибрагимова, и по ее словам, подруга позвала ее работать барменом в городе Авали. Я очень сильно нуждалась в деньгах. Когда не смогла получить образовательный грант, родители сказали работать. Пришлось искать работу. У нас в регионе зарплата 30 000 тенге. Но когда мы прилетели, у меня сразу забрали паспорт. Мне пришлось 2 года оказывать секс-услуги. В день принимала по 5-6 клиентов. После я начала много пить. Когда нас спасли консульские работники, я уже была очень истощена. Сейчас я работаю психологом, но такое тяжко забыть, рассказывает она. В апреле 2021 года 26-летняя казахстанка Асель Айтпаева поехала на заработки в Грузию. Спустя месяц ее тело обнаружили под окнами многоэтажного дома в Тбилиси. Как выяснило следствие, девушку пригласили на заработки ее родственники Мурат Мейрбеков. В Грузии он дважды ее изнасиловал и подарил своему компаньону Бесику Тардуа. Он скончался в грузинской тюрьме, а Мурата Мейрбекова приговорили к 15 годам. Психолог движения «Альтернатива» Анна Настиченко отмечает, что чаще всего в рабство попадают люди, у которых нет образования. Фактором риска часто становятся жизненные трудности, из-за которых человек попадает
попадают в эксплуатацию. Работорговцы не обязательно отнимают свободу, они идут на хитрость. Тебя посадят в тюрьму. Я вышлю всем родным твое видео сексуального характера. Убью твоих родных. Чаще всего вот такие угрозы поступают, и жертвы соглашаются. Считаю, что нужно увеличивать количество психологов и проводить среди населения круглые столы. Нужно больше рассказывать о таких историях. В основном гражданки СНГ пытаются скрыть все, потому что завтра люди будут их осуждать, говорит она. В 2005 году Международная организация по миграции открыла в Турции горячую телефонную линию 157 для борьбы с торговлей людьми и помощи женщинам, попавшим в сексуальное рабство. По данным Международной организации труда, ежегодные мировые доходы от рабства составляют около 150 миллиардов долларов США, а жертвами торговли людьми становятся около 40 миллионов человек. Как вы относитесь к таким цифрам и к тому, что из-за страха оказаться осужденным среди населения, женщины часто это умалчивают. Из-за этого другие девушки, не зная всей ситуации, попадают в подобную, и тем самым получается какой-то круговорот. Как вы относитесь ко всей этой ситуации? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. И у нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.